Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова канал Элайф. И сегодня вам срочное благословение по судьбе. Что вам скоро по судьбе? Давайте посмотрим, какие благословения вас ждут, какие радости вас ждут, что вам судьба готовит такого интересного. И гадать я буду на вот этом вот замечательном волшебном таро. Забыла, как оно называется. Crystal Vision, точно. Вот, Crystal Vision. Давайте покажу упаковку, коробочку. Итак, у нас с вами будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Что вам скоро по судьбе, какие благословения придут именно к вам. Давайте вот так сверху прям возьмем 4 позиции. Выбирайте. 1, 2, 3, 4. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. Смотрите, как карты засверкали, солнце резко вышло. И я начинаю с самой первой позиции, остальные пока убираю в сторону. Итак, какие благословения судьба вам готовит? Давайте смотреть. И у нас первая карта замечательная, 9 кубков. Благословение в виде исполнения желаний. 9 кубков – это карта мечты. Это карта, которая исполняет как джин из бутылки желания. Вы знаете, если вам ветер мешает, извиняюсь, многие люди на эту карту загадывают желание, кладут ее в нужное место, там кто-то в кошелек, кто-то при себе носит прямо у сердца, кто-то в сумке. И действительно это желание сбывается. То есть это карта именно вот, которая исполняет мечты, да, наши желания, самые заветные, самые лучшие. Поэтому эта карта, она заряжена. На сегодняшний день это так, она заряжена для вас. И вы получаете благословение. Хорошо, что расклад начался именно с этой карты, 9 кубков. Потому что действительно, значит, судьба благословляет вас всех, кто смотрит это видео. И пишите, да будет так, потому что какое бы желание вы ни загадали, может быть, оно кажется вам невероятным, но оно сбудется. Вот вам именно судьба дает такое благословение, что это желание скоро сбудется. Вы можете верить, можете не верить, можете, как скептик, да, подвергнуть все сомнению. Но часто Бог очень любит скептиков, как раз-таки показывать именно им чудеса, скептикам, тем, кто не верит ни во что. Потому что наиболее благодарны за чудо бывают именно скептики, которые очень всегда в душе надеялись на чудо, но старались всегда не верить, чтобы не разочаровываться. Да? Хорошо, следующую карту посмотрим. Что вам скоро по судьбе, да, какие благословения. Здесь у нас выпала карта башня. Высокая башня стояла, да, на мысе. И была очень крепкой. Вот что-то у вас в жизни, вот какие-то установки негативные, какие-то самообвинения, может быть, обида, бывает, знаете, ненависть, бывает трудная какая-то ситуация, болезни, да, вот крепко стояло что-то такое негативное, и оно, естественно, рухнет. Судьба хочет, чтобы ваши проблемы все рухнули, чтобы вы избавились от какой-то очень прочной проблемы, очень старой. Это может быть проблема с родителями, психологические травмы, переживания, травмы от развода, от расставания с кем-то, кто-то бросил, да, обида может быть на друзей, кто-то предал вас. Вы знаете, что это такое? Или болезни, знаете, вот когда они не проходят долгое время. И вот идет благословение, что разрушается вот эта прочная, монолитная установка, негативная программа, которая сидела у вас и держала эту проблему, держала эти трудности около вас, понимаете? Вот это все рухнет. Я считаю, это по судьбе самое лучшее, прям когда рухнет проблема, да? Так, следующая карта у нас неизвестная карта. Эта карта необычная, она в этой колоде только есть. Видите? Она пока, это вот во многих колодах есть белая карта, знаете, а тут неизвестная карта. Тут девушка, магиня, да, и у нее есть хрустальный шар. Вот как будто бы вам идет какое-то такое от судьбы пророчество. Вы, может быть, с кем-то поговорите, очень необычным человеком, кто даст вам пророчество, обронит какую-то фразу о вашем будущем, что сбудется, хорошее что-то. И, может быть, вы сами во сне увидите будущее.
То есть вам выпала магическая, необычная, странная, одна из самых странных карт. И эта карта даже не в каждой колоде бывает. А в этой колоде вот она особенная такая, да. И я считаю, что это такое благословение для вас очень, очень такое яркое. То есть то, что другим никогда не выпадает. То, что вы можете развить, может быть, способности видеть будущее. Или познать суть, тайну этого мира, понимаете? То есть вот прям вот такая, как жрица, да, похожа на жрицу, как гадалка. Такая ясновидящая выпала. У нее есть птица, у птицы даже есть еще жезл, да, или как посох, волшебная палочка, не знаю. Вот вы станете человеком, кто видит вглубь и кто сможет исполнять любые свои желания и мечты. И вы избавитесь от всего самого плохого, что у вас есть в жизни, покинете это раз и навсегда и уйдете в новое, может быть, в яркое такое, да, вот покажется, что ваша жизнь — это параллельный мир. Вот такая вот у вас судьба. Ну, такая позиция номер 1. А мы идем с вами дальше, к позиции номер 2. Какое благословение вы получите от судьбы в очень скором времени? Выпал король кубков. Вторая позиция — король кубков. Интересно. Тут идет благословение в виде, во-первых, мужчины для женщины, да? То есть, может, вы наладите отношения с вашим любимым мужчиной. Может быть, судьба решила дать вам человека по судьбе, да, такого как вторую половинку, с кем вы будете просто счастливы. Для мужчины это он влюбится в кого-то, да, или будет просто налаживать свою личную жизнь и, допустим, либо восстановит отношения с любимой женщиной, помирится с ней или улучшит отношения, или найдет себе вторую половинку, да, то есть с кем он будет счастлив. Он станет влюбленным мужчиной, душевным мужчиной, заботливым мужчиной. Ну а для женщины у нее будет заботливый мужчина, любящий ее человек, который никогда не бросает, да. Ну и также, конечно, такой необычный король. Он говорит всегда о том, что мы должны идти по пути сердца. Мы должны следить за своими словами. Если мы говорим что-то хорошее, Бог дает нам поцелуй в лобик, да, и благословляет нас. Вот судьба вас благословила хорошей речью, что вы не несете зла через вашу речь, что вы говорите людям о них хорошее, да, и люди любят вас за это. То есть в этом тоже благословение свое есть, в вашей хорошей речи. Хорошо, следующая карта у нас король мечей, как ни странно. Ну вот у вас как будто бы события в жизни идут вокруг мужчины или мужчин. Может быть, два противоположных человека, да? Вот один мужчина добрый, заботливый, приятный, любящий, а второй строгий, холодный, военный, может быть, да, или такой вот дисциплинированный человек. Может быть, один ваш любимый мужчина, а второй ваш начальник, да? Или для мужчины первая карта означает его самого, а второй рядом это его там коллега по работе, начальник, друг. Но кто влияет на вашу жизнь? Вот вам по судьбе встретить двух мужчин или одного мужчину противоположного вам, если вы мужчина. Но, конечно, карты здесь вот такие мужские. Они говорят, что ваша жизнь будет наполнена мужской энергией в скором времени. Так по судьбе сложилось, что вот две какие-то противоположности мужские рядом будут с вами. Это интересно. И также помощь от мужчин для женщины. Очень много помощи от мужчин. Да и для мужчины тоже может быть какое-то благословение от другого мужчины. Он может быть его учителем, он может быть его гуру, может другом быть, да, там, или человеком, который сделает для него много хорошего, светлого, да, в жизни. Хорошо, давайте посмотрим следующую карту. Следующая карта — двойка жезлов. Посмотрите, какая интересная карта. Она показывает здесь мужчину и дракона. Вот дракон — это символ власти, движения вперед, и это символ храбрости и долголетия. Вот судьба благословляет вас долголетием, храбростью, защитой, движением вперед. Вы знаете, это волшебная карта, она показывает весь мир. Вот видите, у дракона в хвосте глобус, весь мир. Вы смотрите на мир и спрашиваете себя, где я хочу жить. Судьба благословит вас переездом туда, где вы хотите жить. Вот куда бы вы ни хотели, в любую точку мира полететь, вы обязательно полетите туда, где
вам нравится, где вам по душе, что бы вы хотели изучить, может быть, куда-то путешествовать бы хотели. Куда вы держите путь, куда вы хотите, вот туда вы и поедете. И также это может быть поездка просто на отдых, изучение иностранных языков и общение, может быть, даже с туристами. Может, вы откроете свою туристическую фирму в скором времени или будете экскурсии водить. Такое тоже бывает. Но однако вам помогать будет двое мужчин, да? Ну вот очень интересная судьба у вас. Судьба насыщенная, да, насыщенная событиями и помощниками, так скажем, да, и в то же время вы можете скоро менять место жительства. Ну вот так вот. Хорошо, идем дальше, к третьей позиции нашей. Какое благословение вы получите скоро от судьбы? И что вам по судьбе? У нас вышла карта «Восьмерка мечей». Благословение, наконец-то, распутаться из трудной ситуации и избавиться от какой-то очень тяжелой проблемы и обрести самоуверенность, уверенность в себе, да? Вы себя уж больно занижали, не любили, все время себя корили, обвиняли, переживали о чем-то таком, да, что может о потерянном времени, может быть о своей жизни, что она сложилась не тем образом, как вот вы бы хотели. И карта говорит, а судьба благословляет вас понять в скором времени, что жизнь у вас будет очень хорошая, что вы выйдете из любых трудностей, и что вы больше не будете жалеть и больше не будете себя обвинять ни в чем. Потому что наконец-то так сложилось, так случилось, что вы обретаете другую реальность, понимаете? Вот вы будете теперь в хороших событиях жить. И вам уже не нужно будет жалеть, потому что вы будете счастливым человеком. Вы избавитесь даже от комплексов неполноценности. Следующая карта у вас – Солнце. Солнце – это исполнение мечты, желания, это яркость, это вы будете блистать, да? Вы наконец-то поймете, как вы красивы, как вы хороши, что вас любит противоположный пол, что вы любите этот мир, эту жизнь, а жизнь и мир любят вас. И, конечно, карта Солнца показывает богатство, процветание, что вы наконец-то можете обрести семью, у вас тут ребенок есть. Это либо правда у вас будут дети рядом, да, либо, и они будут счастливы, здоровы, либо это новое начинание в жизни, ваше детище. И судьба, она говорит вам, что скоро все изменится к лучшему. И что у вас будет вот это свое собственное детище, ваше творчество, ваша работа. Или ваша семья, ваши дети будут счастливы, да? И вы будете жить совершенно по-другому. Вот тут холод, смотрите, тут холод. А вы будете жить в тепле, под солнцем. И вокруг будет счастье, бабочки, подсолнухи, да? И все будет отлично. Следующая карта у нас вот такая интересная десятка жезлов. Она показывает, что вам судьба говорит, ты поднимешься в эту гору, ты преодолеешь трудный путь, и все будет совсем по-другому, потому что ты станешь победителем. Тебе было тяжело, но ты ничего не делала. Теперь ты сделаешь, и станет легко, станет лучше. И ты поймешь, что твои действия привели к победе. Но бездействие никогда не может привести к победе. Пока ты боишься действовать, жизнь уходит, и не более того. И вот вы как-то поймете, да, вот судьба вас благословляет понять, что все можно изменить, это все в ваших руках, просто вашими какими-то действиями, просто вашей активностью в жизни. И да, вы взберетесь на эту трудную гору, и вас будет сопровождать кто-то. У вас есть сила для этого, понимаете? Но рядом вас за руку возьмет человек, кто поможет вам преодолеть себя, преодолеть свои комплексы, и вот что вы перестали в себя верить, вот вы снова начнете в себя верить, да? Вы снова будете в себя верить благодаря этому человеку. Ну, такая позиция номер 3. А мы идем дальше к позиции номер 4. Какое благословение вам по судьбе в скором времени. Вы смотрите, какая красота. Я налюбоваться не могу, ну как же красиво. И вот мы сейчас на фоне этого всего узнаем, какое благословение в скором времени вас ждет. Вышла карта «Шестерка мечей». Замечательная карта. Она, вы знаете, она показывает, что, во-первых, вы начинаете какой-то переход. Вот судьба вас благословляет сделать этот переход. Уйти от
трудной жизни к более легкой, приятной жизни. Вот так. Вы как будто бы уходите из деревни, где случилось побоище, да, и переходите в мирное, там, не знаю, в мирную деревню, в мирную страну куда-то, и начинается новая жизнь, совершенно иная, и вы становитесь счастливым человеком. Вам идут новости. Вот судьба вас благословляет очень хорошими новостями и переездом, скорее всего. Но также это может быть переход на новую хорошую работу, в новые хорошие отношения, там, где вы действительно счастливы, где вам по душе. Следующая карта — 4 пентаклей. По судьбе вам скоро стать стабильным человеком, жить в стабильном финансовом изобилии. Да? Карта, она показывает обрастание имуществом, хорошая работа, хорошие деньги, постоянные доходы или бизнес, который приносит постоянный стабильный доход. Да? И вообще эта карта, она всегда говорит о том, что вы живете в изобилии, но нужно держаться за это изобилие и не делиться, может быть, пока им, а именно скопить как можно больше вокруг себя энергии и денег, а также имущества. Для вас это важно должно быть. Судьба хочет, чтобы вы были богатым человеком, но раздавать нельзя в начале, а только потом. Когда помогать другим, только потом, когда вы станете, правда, вот как можно более богаты, и когда вы поймете, что вам хватает. Вот что наконец-то вы имеете лишку. А пока вы богатеете, нельзя это раздавать ничего, понимаете? Нельзя. Следующая карта — 6 пентаклей. Судьба посылает вам помощников. Может быть, помощник — это ваш работодатель. Может быть, помощник — это ваш любимый человек или ваша семья. Но вокруг будут люди, которые вам действительно хотят помочь. И также 6 пентаклей — это карта отдачи. То есть когда-то вам помогут, а потом вы поможете другим. Но для всего свое время. Помните об этом. У вас такая судьба, что сначала переход или переезд, потом богатство, а потом только помощь. И вам нужно понять, что для всего свое время не торопите события. И судьба, она хочет вам это сказать, что будут скоро много хороших новостей. И будет скоро, возможно, дорога. И вам нужно готовиться к этому, а не думать о том, что вы кому-то должны помочь. И только потом, когда вы полностью укоренитесь, может быть, даже через несколько лет, вы уже станете настоящим помощником для многих обездоленных и других людей. И, конечно, карты показывают, что вам дарится изобилие, энергия в жизни и счастье в скором времени. И вокруг будут только люди, которые хотят быть с вами, да, и хотят разделить вашу жизнь и ваши все как радости, так и трудности. Ну, вот такая позиция у нас номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите небо смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Life. Всем пока и до новых встреч. Посмотрите, и правда небо какое интересное. Вот в этой камере можно и небо, правда, показать. Ну вот такое сегодня было у нас видео. Пишите свои комментарии.